Какие меры предпринимаются в регионе для повышения безопасности пациентов и медицинских специалистов в условиях пандемии? Об этом подробно на пресс-конференции рассказали представители регионального Минздрава, Росздравнадзора и Фонда социального страхования. События приурочили ко Всемирному дню безопасности пациентов. Праздничную дату учредили еще в прошлом году. Ее задача – наладить контакт между медработниками и их подопечными. Такая установка гласит: каждое решение должно приниматься сообща. Пациент, члены его семьи и медицинские работники должны быть единой командой. И сегодня этот принцип провозглашается как основной в роли сохранения и обеспечения безопасности пациента. С этой целью в КОМе готовят информационные ролики и оформляют стенды в медучреждениях. Важно наладить работу внутри самих организаций. Сегодня здравоохранение имеет возможность применения кардинально новых технологий и удается достичь успеха в лечении многих заболеваний. Вместе с тем, каждый этап манипуляции или вмешательства в процессе оказания помощи имеет определенную степень риска. Вот почему так важно сформировать такую систему безопасности оказания медицинской помощи, при которой пациенты и врачи рассматриваются как партнеры. Все, что используется для оказания медицинской помощи, это должен быть четкий контроль, внутренний контроль в каждой медицинской организации. Руководство медицинской организации должно четко его организовать и следовать этому контролю не просто на бумаге, но и на деле. Впрочем, и самим пациентам нужно помнить, что культура безопасности – ответственность каждого. Не стоит забывать прежде всего о личном вкладе.